Время новостей на Хабар-24. В студии Виктория Антонишина и я, Вера Захарчук, расскажем о последних событиях к данному часу. Здравствуйте. Нурсултан Назарбаев поздравил представительниц прекрасного пола с Международным женским днем. Среди приглашенных были и военные, инженеры, ученые, спортсмены. Как отметил глава государства, была поставлена задача довести число женщин во власти до 30%. Результат говорит сам за себя. 27% депутатов Мажилиса сегодня представительницы прекрасного пола. В маслихатах работают 22% казахстанок. Больше, чем наполовину госслужащих корпуса Б – это женщины. Важнейшие политические посты занимают 40 представительниц прекрасного пола. Отметил глава государства и возросшую роль женщин в бизнесе. По словам Нурсултана Назарбаева, каждую вторую компанию у нас возглавляет женщина. Каждый третий работник предпринимательского сектора под женским началом. Спецвыпуск встречи главы государства с представительницами общественности Куктем Шуахе по случаю Международного женского дня смотрите сегодня на нашем телеканале в 21:30 по времени Астаны. Почти 3000 бизнес-проектов женщин-предпринимательниц было поддержано в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» за прошлый год. Общая сумма финансирования составила порядка 320 миллиардов тенге. О том, как воспользовались выделенными деньгами казахстанские бизнес-вумены и каких успехов достигли, в нашем следующем сюжете. Это сегодня Динали бизнес-вумен. Начинала она свою карьеру как танцовщица. Занятия хореографией и подтолкнули ее к пошиву сценических костюмов. Дина собрала необходимые документы, составила свой первый бизнес-план и обратилась в Фонд развития предпринимательства «Даму». Так она стала владелицей собственного арт-ателье. Естественно, по сей день я сотрудничаю и с «Даму». Я уже, наверное, являюсь их менеджером в каких-то областях, потому что после того, как я профинансировалась, ко мне стало обращаться очень много людей-предпринимателей, которые хотели бы повторить этот опыт. И в тех моментах, в которых я компетентна, естественно, я их консультирую. Сегодня у нее очень плотный график. Ежедневник исписан на год вперед, а планы ушли на 10 лет в будущее. Но даже при этом она всегда находит время для семьи и родных. В первую очередь у меня есть семья. Семья, которая тоже также требует внимания. У меня растет сын, ему 4 года. Сын, который такой же творческий, наверное, как я. 2 года назад фонд признал Дину лучшим предпринимателем. Этой весной она планирует открыть свой дом моды с первой в Астане подиумной площадкой. И если Динали ставит целью сделать стильной каждую женщину Казахстана, то Маншук Тугамбаева желает предостеречь женщин от раковых заболеваний. Именно для этого она закупила новейшее оборудование и расширила свой медицинский центр. Благодаря видеокольпоскопии мы предупреждаем раннюю рак у женщин. Для полной диагностики был приобретен с помощью программы «Даму» видеокольпоскоп итальянский. Также мы приобрели лор-комбайн от Апронт с видеоскопией. А вот Алуа Рудар после длительных и безуспешных поисков подходящего дошкольного учреждения для своей дочери решила сама открыть детский сад. Так она стала участницей программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Пришла идея основать детский сад, потому что это востребованная ниша в Астане. Вот, и обратилась в фонд «Даму» для получения займа с дальнейшим субсидированием. Получила займ и открыла вот этот детский сад. Вот. По сей день мы работаем, у нас детский сад имеет полную заполняемость. В дальнейшем мы планируем расширяться и открывать больше групп. Бизнесвумен понимает, для женщин с детьми очень важно иметь возможность самой планировать свое время. Сейчас представительницы прекрасного пола уже не ограничиваются ролью матери и жены, а бизнес перестал быть исключительно мужской прерогативой. Кроме того, благодаря госпрограммам женщины получили еще больше возможностей для самореализации. Азиза Макулбаева, Зарина Кабышева, Аят Дюсимбаев, Хабар-24 из Астаны. Благоприятные бизнес-условия для предпринимателей ЕАЭС позволят укрепить взаимодействие в Союзе. Такое мнение выразил премьер-министр Казахстана на очередном заседании Евразийского межправительственного совета. Он проходит в эти дни в Бишкеке. Для того, чтобы добиться поставленной цели, нужно устранить барьеры и ограничения. Причем делать это нужно системно и поэтапно, отметил Бахытжан Сагнетаев. По словам главы казахстанского Кабмина, бизнесмены ЕАЭС ожидают большого позитивного эффекта от интеграции и создания общих рынков. Обсудили участники и торгово-экономическое сотрудничество, расширение взаимной торговли между государствами и членами ЕАЭС, развитие АПК, сельскохозяйственного машиностроения. По итогам заседания был подписан ряд совместных документов. Были
рассмотрены вопросы развития цифровой повестки. Также рассматривались вопросы, связанные с расширением доступа к портам, снижением барьеров и расширением сотрудничества в сфере промышленной политики, в том числе решение вопросов кооперационного сотрудничества. В целом по всем вопросам было подробное обсуждение. Вопросы приняты единогласно. В аэропорту Алматы самолет авиакомпании «Аэр Астана» приземлился после выключения экипажем левого двигателя по технической причине. Рейс выполнялся по маршруту Астана-Алматы. Боинг 757 удалось благополучно посадить. На борту находились 69 человек и 8 членов экипажа. Боинг 757, выполнявший 7 марта 2017 года рейс 672 по маршруту Астана-Алматы, произвел посадку в штатном режиме после выключения экипажем левого двигателя по техпричине. Экипаж следовал всем международным процедурам безопасности. В настоящий момент авиакомпания проводит расследование. В Евросоюзе создадут Центр военного планирования и управления небоевыми миссиями сообщества. Новая военная структура будет создана при военном штабе ЕС. Решение об этом принято на состоявшемся в Брюсселе Совете министров иностранных дел обороны стран Евросоюза. Наш собственный корреспондент в Бельгии Жанат Эрнст расскажет подробнее. Новая военная структура ЕС займется общеевропейской политикой обороны и безопасности и будет управлять небоевыми миссиями Европейского Союза. Например, такими, что были в Сомали, Мали и в Центральной Африканской Республике. В то же время аналитики отмечают, что одними из целей создания консолидированного оборонного центра ЕС стали внешние вызовы и угроза терроризма. По словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, в работе центра будут задействованы боевые группы сил реагирования ЕС и структуры по обмену разведданными. Бюджет центра будут распределять из Европейского оборонного фонда сами страны-члены Европейского Союза. Руководить им будет нынешний глава военного штаба ЕС, финский генерал-майор Эса Пулкинен. Сегодня я предложила главам МИД и Минобороны 28 стран ЕС о Центре военного планирования и управления, и мы приняли срочное решение о его создании. Он позволит иметь единый, рациональный и эффективный подход к существующим учебным военным миссиям. Это не европейская армия, хотя я знаю, что такие разговоры идут, но это более эффективный способ ведения военной обороны и один из тех шагов, которые мы сделаем в ближайшие месяцы. В то же время я призываю Евросоюз более тесно сотрудничать с НАТО, чтобы избежать лишнего дублирования военных структур. Нужно совместно работать над новыми угрозами, среди которых и необходимость укрепления кибербезопасности. Совместное инвестирование стран ЕС в оборонную европейскую промышленность сегодня еле дотягивает до 20%. Будет ли повышен взнос каждого государства теперь, пока не ясно. Ожидается, что новая европейская военная структура начнет функционировать уже этой весной. Жанат Эрнст, Жомарт Ахметов, Хабар 24, Бельгия, Брюссель. С 1 марта председателем Совета безопасности ООН стала Великобритания. Основное внимание в этом месяце страна намерена уделить предотвращению конфликта в Африке. Выступая перед журналистами, постоянный представитель Великобритании при ООН Мэтью Райкфорд выразил обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации в странах бассейна озера Чад. В этом регионе бесчинствует террористическая группировка Боко Харам. В течение 4 дней члены Совета безопасности ООН посетили Камерун, Чад, Нигер и Нигерию. Они провели встречи с правительствами стран региона, представителями экономического сообщества западноафриканских государств, а также побывали в деревнях на северо-востоке Нигерии, где находятся беженцы, скрывающиеся от нападений боевиков Боко Харам. Как сообщает наш собственный корреспондент США Майра Кабеева, в составе делегации Совета безопасности ООН и постоянный представитель Казахстана при организации Кайрат Умаров. Также прошли встречи с руководителями неправительственных организаций, которые рассказали об острой нехватке продовольствия. Сегодня в этом регионе 11 миллионов человек голодают. Дипломаты намерены обсудить на заседаниях Совбеза ООН эту катастрофическую гуманитарную ситуацию и привлечь внимание мировой общественности к их бедственному положению.
На грани голода и жители Дамаска. Они страдают от постоянного дефицита продовольствия и топлива. Несмотря на то, что сирийская столица находится далеко от линии фронта, жизнь в городе остается тяжелой. С начала войны сирийский фронт потерял 90% своей стоимости. Это привело к серьезному росту цен на импортируемые товары. Подробнее о жизни в условиях войны в следующем материале. Несмотря на войну, которая длится в Сирии вот уже 6 лет, большая часть столицы Дамаска осталась нетронутой боевыми действиями. Здесь почти нет руин. Ряд побед, одержанных недавно армией, безусловно, сделал жизнь сирийцев безопаснее. Однако они по-прежнему сталкиваются с серьезными проблемами. С нехваткой работы, дефицитом топлива, отключением электричества и высокими ценами. Практически на все. Рака, продовольственная столица Сирии, сейчас находится в руках ТИГИЛ, богата ресурсами Идлиб под контролем Ан-Нусры. Сейчас мы надеемся на возвращение инвестиций из соседних стран, а также Европы. Между тем, жители Дамаска не могут позволить себе блюда из мяса. Для многих они давно стали непозволительной роскошью. А вот такие очереди за топливом можно наблюдать в Дамаске каждый день. Я не могу позволить себе купить мясо вообще никак. Раньше мы старались иногда ходить в кафе или гости. Теперь забыли об этом. Покупаем только самое необходимое, чтобы хватало на семью. Иногда мы можем позволить себе съесть, например, курицу. Электричество дают по расписанию, а газ с перебоями. Без света жители сидят как минимум 15 часов в сутки. Поэтому, чтобы согреться в холодные ночи, сирийцы начали топить дома дровами. Раньше 80% горожан пользовались электрическими обогревателями, но теперь всем выгоднее топить дровяные печи. У нас дефицит горючего. Террористы причинили большой ущерб нашим газовым месторождениям. Сейчас мы можем производить всего 1400 мегаватт. Это в разы меньше, чем требуется сейчас. Иногда жители Дамаска слышат залпы из артиллерийских орудий. Привычными стали и обыски машин, которые проводят вооруженные солдаты в поисках взрывчатки. Жизнь в столице нелегкая, но она все же лучше, чем в других городах Сирии, где взрывы бомб стали обыденным делом. Разрушены целые кварталы, а воду ждут неделями. Асяма Хасян Казата, Хатбек Абдухожаев, Хабар, 24. 315 тенге и 16 тиинов за доллар. Таков курс по итогам двух сессий. Сегодня утренний и дневной. Информация с Казахстанской фондовой биржи. Общий объем торгов составил более 79 миллионов в американской валюте. Сегодня завершился прием заявок на участие в первой национальной телевизионной премии «Тумар». По словам членов оргкомитета, поступило более 150 заявок. Особую активность проявили журналисты, работающие в регионах. Напомню, что отбор заявок стартовал 12 февраля. Принять участие в премии может любая национальная или региональная телевизионная компания, студии, продюсерские центры и другие организации медиаиндустрии. Всего организаторы премии учредили 12 номинаций, 10 республиканских и 2 региональные. Заветных статуэток будут удостоены авторы лучшего документального кино, социального проекта, информационной программы, ток-шоу и других телевизионных жанров. Настоящей кульминацией мероприятия станет красная ковровая дорожка. 17 марта по ней пройдутся самые популярные звезды отечественного телевидения и эстрады. За это время мы просмотрели очень много материалов. Приходят со всего региона Казахстана. Очень много интересных материалов, и работа до сих пор идет. Как видите, у нас на столе очень много материала, который еще нужно успеть досмотреть. Я смотрю за тем, чтобы они соответствовали регламенту конкурса, и отбираю их по номинациям. Хоккейный клуб «Барыс» провел первую тренировку перед стартом второго раунда плей-офф континентальной хоккейной лиги. После победы над Челябинским «Трактором» у команды было 2 дня на отдых. Вместе со всеми вышел на лед и Брэндон Баченски. По словам главного тренера клуба Эдуарда Занковца, болельщики увидят нападающего в этой серии, но не в первом матче. Напомню, что соперником «Барыса» будет Магнитогорский «Металлург». Первые игры пройдут на выезде 9 и 11 марта, а 13 и 15 состоятся домашние матчи. К данному часу у нас все. Благодарим вас за внимание. Спасибо, что выбираете Хабар 24. Хорошего дня.